Перед каждым важным выбором, который предстоит сделать кыргызстанцам, находятся отдельные силы, которые начинают разыгрывать националистическую карту. В преддверии президентских выборов и референдума по определению формы правления важно сохранить мир и согласие между народами нашей страны. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о единстве с лидером уйгурской диаспоры Аскаром Касымовым. Здравствуйте, добро Здравствуйте. пожаловать к нам в студию. Оскар, расскажите, пожалуйста, как сейчас уйгурская диаспора и в том числе там ваши соседи, с кем вы общаетесь, как они готовятся к выборам? Ну, какая-нибудь работа, может быть, ведется в этом отношении? Спасибо за вопрос. Ну, работа на самом деле ведется. В действительности все мы наблюдаем, да, в последнее время, что у нас в стране складываются, да, вот такие вот политического характера вещи. Там, ну, можно говорить о том, что стабильность желает лучшего. И в этом направлении, естественно, нам, каждому кыргызстанцу, не безразлична судьба нашей страны. Все мы, в конце концов, хотим видеть нашу страну процветающей, стабильной во всех направлениях. И в этом направлении, конечно, все этнокультурные центры Ассамблеи народа Кыргызстана, каждый в своей диаспоре проводит разъяснительные работы, призывает к стабильности, к многогранности, да, той же толерантности, призывает, чтобы у нас была стабильность. Вот непосредственно, допустим, в нашей общественности в действительности сейчас наблюдается, да, та активность людей, не безразличие судьбы нашей страны. И вот поэтому я наблюдаю прям активность такую, да, каждый член нашего общества, кыргызстанец, гражданин нашей страны, он старается внести, да, как бы народ достаточно политизированный сейчас. Вы помните раньше, да, как бы там, если он хлебороб, значит, он занимался сельским хозяйством, допустим, заводчанин на заводе что-то делал. Но на сегодняшний день в стране, я думаю, не только у нас в стране, в целом в мире наблюдается такая тенденция, что народ достаточно заполитизировался и делает выводы. Может быть, это и хорошо, когда здесь, то есть, здесь преследуется и прозрачность, и какие-то другие моменты, та же демократия, да, там мы прям выпячиваем именно Кыргызстан, он настолько демократичный, в отличие от соседних стран наших, мы воочию видим, насколько каждому гражданину дозволяется, да, реализовать конституционные права свои. Ну, наверное, это и связано с тем, что когда много мнений, руководству страны приходится соблюсти все моменты требования своего народа. И в этом направлении немного сложностей получается. Нет такого порядка, допустим, сказано, сделано. То есть учитывается мнение каждого человека и реализуются его конституционные права. Все эти моменты, конечно, они создают некие вот такие сложности моменты. Ведь мнение у людей всегда разное бывает. Вот, ну, вот такое мнение у зрителей. И чтобы все это как бы сбалансировать, чтобы был единый баланс и одно направление в целом. То есть цель одна – стабильность страны, взаимоотношения межэтнических каких-то отношений. Но на сегодняшний день это мы проводим такие работы, разъясняем народу, и люди понимают, что это необходимо, и созидают в этом направлении. А можно ли сказать, что сейчас за последний, ну, может быть, год-два, ну вот если вспоминать, там, отмотать время лет на 5 назад, может быть, чуть раньше, среди, вот, особенно среди молодых людей возникали такие, ну, наверное, можно сказать, группировки, которые вот делились по какому-то национальному признаку. И по моим ощущениям личным, если это не так, вы поправьте меня, то сейчас такого уже практически нету, и сейчас нет вот такого разделения того, что вот мы там кыргызы дружим исключительно с кыргызами, а вы там русские дружите с русскими. Вот такого у нас сейчас в стране нету, и наоборот люди больше склоняются к тому, чтобы кооперироваться и уходить от вот этих разделений, потому что, как вы сказали, что мы единый народ Кыргызстана, как ни крути, мы все граждане этой страны, и от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Скажите, это правильное у меня ощущение или все-таки появляется? Я абсолютно с вами согласен. На самом деле, в действительности, если отмотать, как вы сказали, лет 5 назад, и то, что вот в реалии сегодня проходит, да, я с большой гордостью могу сказать, да, то, что в действительности, ну, когда речь идет о молодежи,
На самом деле не без этого, это не только в Кыргызстане, на всем мировом пространстве. Молодежь есть молодежь, мы все были молодыми, да, у нас были какие-то конфликты. Но видите, в союзные времена оно как бы да, не подчеркивались какие-то там со времен обретения независимости каждой страны, да, как бы там каждая личность больше, допустим, если он этому принадлежит, там титульной нации, там каким-то другим моментам. Это не только в Кыргызстане. В целом во всем мире, естественно, молодежь, она как бы да, на ступень выше, такие ощущения может быть. Это, как вы сказали, если отмотать лет на 5 назад, где-то такое было. Ведь приобрести независимость страны, это не поле пройти. И вот на волне этих эмоций, на волне каких-то других моментов, естественно, это как бы свойственно молодежи, да, чувствовать себя более как бы на ступень выше, может, или еще Да, где-то ну плюс еще какие-то. юношеский Да, максимализм, да, и вот вот это все. все это вместе взятое, оно, конечно, приводило вот к некоторым таким понятиям. И потом, на самом деле, молодежь, она есть молодежь. А когда она зреет на своем пути, она осознает и понимает. Радует то, что сегодняшняя молодежь, сегодняшнее поколение, оно стало больше понимать, что стабильность в целом в стране и многогранность, многообразие страны, это и есть вот, развитие этой страны. Сейчас молодежь стала это понимать, и это радует. Ведь оно на самом деле прогрессирует. Это результат вот тех работ, наверное, да, вот старшее поколение у нас пребывало где-то. Мы, что бы ни происходило вокруг нас, мы всегда в пример ставим союзные времена. Но нужно жить со временем в ногу. В союзные времена, естественно, в то время идеология требовала такого образа жизни. Сегодня, как таковой идеологии нет, но демократическое направление. Идеология в едином заключается в стабильности страны. То есть мы поэтапно пришли к тому, что на самом деле сейчас, на сегодняшний день, как вы правильно заметили, нету такого мнения там, по национальным признакам. У наших детей, у нас, в частности, у всех друзья всех национальностей. Дружим с семьями, дружим, там, перенимаем какие-то культурные ценности друг друга у народа, перенимаем там какие-то традиции там у друг друга. И, в общем, кто-то женится, там разные национальности. То есть в целом это все как бы единый, как должно быть в единой стране, единый народ, единое направление. Вот эти критерии оцениваются сегодняшней молодежью больше. И я этим горд, я думаю, это правильно. Ну и, конечно, это все достижения там работы, и в том числе там и уйгурской диаспоры, и всех других диаспор, и ассамблеи народа Кыргызстана в целом. Очень важный момент, вы заметили, на самом деле, в действительности, это результат плодов именно таких организаций, как Ассамблея народа Кыргызстана. Ведь правительство страны в целом, да, какое бы оно ни было, в какое бы время ни было, с периода независимости наше правительство, государственность, кто бы не был у руля, так сказать, государства, всегда эти моменты ставили на высшем уровне. Это крайняя необходимость, это первая необходимость была того, чтобы в действительности между народностями было единство, и целостность, целостность страны зависит именно от единства этой страны. Поэтому вы очень правильно заметили, я думаю, это результат плодов того, что существуют такие объединения, как Ассамблея народа Кыргызстана, ряд каких-то неправительственных организаций, ряд каких-то других моментов, которые, то есть направление одно в целом, и прививание молодежи, да, вот, и правильной идеологии, правильного направления в результате, чтобы целостность страны не нарушалась и взаимоотношения все такие. Все это было, распространялось на каждого гражданина страны, невзирая на его национальность, чтобы он себя чувствовал гражданином Кыргызстана, потому как в Конституции права распределены на каждого гражданина Кыргызстана, невзирая на его национальность, цвет кожи и так далее и тому подобное. Вот это мы сегодня замечаем, это наше достижение все-таки, я думаю, в целом созидание, да, таких организаций, как вот вы заметили, Ассамблея народа Кыргызстана делает огромную работу, проводит. Вы знаете, да, у нас в стране есть такие официальные праздники, как День независимости, там, Ноурус какие-то. Ведь мы все представители этнокультурных центров, мы собираемся все на одной площадке, и каждый демонстрирует там свою культуру, быт, где-то какие-то общие праздники проводим, обмениваемся каким-то там, какие-то там национальные танцы, блюда, культуру там свою там, то есть проявляем, да, в этом направлении, все вместе сообща, прям буквально у нас это все время происходит на территории Минкультуры, там есть площадка, вы знаете, каждый год, и это нас сплочает, и все мы ходим друг к другу в гости, и все мы говорим только о мире и согласии, ибо только оно
может сохранять союз в едином направлении. Мгм. А вот если говорить вот такие про мероприятия, которые направлены на обмен культурой, на там демонстрацию, на вот ну, как вы сказали, показывать свою культуру, делиться ею, то вы упомянули площадку Ассамблеи народа Кыргызстана, которая находится в Министерстве культуры. А вот по всему Кыргызстану, в регионах, такие мероприятия тоже проводятся? Ну, видите ли, на самом деле на всей территории нашей страны, на всем Кыргызстане, это все представительство единого центра. То есть каждый этнокультурный центр имеет свои представительства в 7 областях. Есть свои представительства, которые, естественно, отталкиваются от центра, да, так скажем, от столицы нашей страны. И они везде проводятся, буквально это все координируется, это ряд работы, огромная работа. Это так же, как на уровне правительства, только там ну, не столь политизировано. А каждый руководитель диаспоры, он, естественно, координируется с областными общественностями, которые у него находятся у каждого. И там, не сказал бы указания, наверное, все-таки общее дело мы какое-то реализуем. И, естественно, они держат курс на столицу, так как и положено везде, то есть ориентир основной на столицу. И то, что мы там, у нас есть перспективный план у каждого этнопредставителя, каждой диаспоры, каждой национальности. То есть работа проводится, председатель ассамблеи, и мы все эти отчеты какие-то там даем, проделанные работы. То есть это ряд работ, это много, это каждый лепта своя, внесенная в страну нашу, да, то есть работа огромная проводится. Она, может быть, кажется и незаметной какой-то где-то что-то, да? А вот эти именно изменения сегодняшние, вот эти результаты, сплоченность, все это результат как раз вот этого труда, кропотливого труда, такого, может, не столь заметного, но все-таки очень значимого, такого огромного, сказал бы. Еще одним примером и результатом этой работы, наверное, может служить то, что весь 2020 год, он был годом испытаний не только для Кыргызстана, но и всего мира, но тем не менее он начался, помните, вот событий в Казахстане и дальше вот все, что происходило летом, когда люди сплотились и начали друг другу помогать, там, не обращая внимания ни на какие, может быть, где-то искусственные барьеры или на разногласия между там элементарно даже соседями иногда бывает. И 2020 год стал еще и годом вот беспримерного, наверное, мужества, сплоченности и великодушия всех народов Кыргызстана. Ну, давайте вспомним 2020 год. Можете рассказать, вот, что было для вас, ну, может быть, главным предметом гордости, то, что было в 2020 году, когда люди проявляли вот такие качества? Ну, на самом деле, 2020 год сложный был не только для нашей страны, в целом стране, да, мы сейчас знаем, это вот пресловутая пандемия, там прочие моменты какие-то, и на самом деле мужество кыргызстанцев было проявлено, не только это было замечено самими кыргызстанцами, вы знаете, да, посредством там приложений WhatsApp, каких-то медиапространствах, даже извне страны восхищались народом Кыргызстана. То есть что получилось? Ну, в действительности, да, мы много говорили, что Минздрав не был готов, допустим, принимать больных где-то что-то, да, вот это созидание народа, вот это гражданского сектора именно, ну, настолько проявило себя, там, ну, организовывали там не просто там гуманитарную помощь, да, там в виде питания или еще чего-то, по медицинской части, открывались каждая диаспора, вот я, насколько знаю, я плотно с этим вот сталкивался, каждый представитель диаспоры, они на местах организовывали, да, открывали обсервации, там, помогали, то есть за собственные средства, за те пожертвования, которые ведь помочь ближнему, это долг, прежде всего, человека каждого. И в этом направлении все, вот абсолютно все, что окружает, политические моменты, какие-то другие моменты, они были отодвинуты в сторону, борьба шла непосредственно за жизнь человека. И в этом направлении народ Кыргызстана проявил себя на высшем уровне, я так считаю. Это было замечено, как я уже сказал, не только кыргызстанцами, извне нашей страны, восхищались нашей страной и тем, что при такой экономике, при такой ситуации в стране гражданский сектор проявил себя наивысочайшим образом. Именно человечность проявил, которая именно должна иметь место быть в таких ситуациях.
И потом, конечно, не хотелось бы вспоминать, бывает вот по части там вот каких-то да, там столкновений, как я вас понял, да, там были там, да, было и такое у нас в соседней стране, в соседнем Казахстане, вы знаете, да, там произошел конфликт между представителями дуганской национальности и казахской национальности. В этой ситуации тоже ни один из этнопредставителей, руководителей и сам народ в целом, да, не закрыл глаза на эту ситуацию. Все резко отреагировали на эту ситуацию, сделали все возможное для того, чтобы все-таки дети, они мигрировали в эту сторону, Кыргызстана, здесь их тепло встретили, то есть приложили максимум усилий, чтобы наш братский народ как бы, да, не ощущал там одиночество в своей стране, чтобы он в одиночку не остался со своими проблемами. Все народности как бы отозвались в этом. Это я об этом говорю, потому что это было именно в этот период, это был 20-й год. Но да. у нас были ряд моментов, там и с другими национальностями какие-то моменты были. Но это все как бы происходило на местах, где-то там из, не то чтобы страны, как по признакам, да, в целом там притеснения или еще что-то. То есть из личности перерастало, и некоторые личности приспосабливаются к тому, чтобы если именно вот этот момент разжечь, он иметь будет резонанс и все такое, вы знаете, да, как сейчас все это делается, к сожалению. И чтобы это был резонанс, именно вооружаются, да, там, тем, что вот на национальной почве, как бы там шум, гам, скопление людей, 5-е, 10-е, в общем, в этом направлении это все делалось. Но сейчас хорошо, что уже эти моменты как бы вчерашним днем остались, и эти моменты уже сейчас государственными органами хорошо отслеживаются, в этом направлении работает государство, нацбезопасность работает, и как бы уже люди стали понимать, что это не актуально. В каждое время, в свой период, бывают какие-то моменты, это как мода очередная там, где-то что-то время это можно этим вооружиться, резонансом, где-то что-то там раскачать лодку, так сказать. Но сейчас все пришло к тому, что это уже как бы, да, на местах сразу гасится, решается. Люди стали понимать, что это не актуальные вещи, что это вчерашний день. И это радует нас. То есть получается, что самосознание наших да, сограждан, прежде всего кыргызстанцев, оно стало гораздо выше, потому что и в нашей истории не обходилось без подобного рода там, очень печальных Все событий. правильно. Во все времена, во все поколения бывают такие какие-то моменты. Единственное, как мы уже говорили о том, что да, вот со времен именно приобретения независимости, естественности, это вот такое приобрести и как бы себя чувствовать, это нормальное явление, то, что да, как бы там. Это один из этапов становления. Да. Это на молодежь, это настолько может повлиять, когда молодежь в своих представлениях имеет то, что вот независимость несколько в искаженной форме понимает, что там независимость значит я здесь могу, там вседозволенность. А потом уже когда осознают, что существует закон, и существуют какие-то рамки, существует в конце концов и Конституция страны, и закон, он распространяется на всех граждан страны, не распространяет там, на национальности и там, признаков других там, вероисповеданий и прочих моментов. Когда это все осознается, оно все как бы на месте становится. И потом, я думаю, это не только в стране, в нашей в Кыргызстане, это в целом во всем мире такая практика. Но вот хочу один момент подчеркнуть, то, что на самом деле может быть, такие моменты проявляются именно по той причине, что в действительности мы с вами знаем, что Кыргызстан на самом деле очень демократичная страна. Мы, допустим, знаем тот же соседний Узбекистан, да, тот же Казахстан, я уже о Туркмении не буду говорить, там, ну, насколько да, наши граждане себя своевольно здесь чувствуют, насколько они реализуют там, свои мнения, свое высказать, там где-то там какие-то моменты, то есть я думаю, у нас вседозволенность по религиозной части, да, допустим, если взять нашим гражданам дозволено, то есть по конвенциям своим, да, кто куда относится, там, тоже ношение бороды, те же убеждения какие-то, да, где-то в каких-то странах, там, я даже больше скажу, например, вот, взять Российскую Федерацию, там тоже достаточно много мусульман, в которых, допустим, там считают неэтичным в классе ребенку сидеть в той же хиджабе или, там, или в каких-то там одеяниях, да, исламского характера. Они как бы считаются неэтичными, там, ну, здесь такого нет, здесь, пожалуйста, ребенок, если нашел направление какое-то, родитель посчитал нужным, что его ребенок так должен, его убеждения, если позволяют вот это направление, то есть он может пребывать в этом направлении. И я думаю, это все-таки
и есть демократия, это все-таки есть, да, вседозволенность, то есть выбор права человека как бы реализуется через вот эти моменты. И они очевидны. Это не то, чтобы там, допустим, говорят где-то что-то там так, где-то что-то здесь, а мы видим это у себя в стране. Мы бываем и в соседних странах, мы видим, как там, насколько там, где что-то, и ощущаем. И я думаю, все-таки это островок демократии оправдывает свое название. Спасибо вам большое за беседу и спасибо за все то, что вы делаете. И каждая диаспора и ассамблея народа Кыргызстана ради единства и мира в нашей стране. И как мы, ну если сделать там совсем краткий итог из нашего разговора, то несмотря на разнообразие, несмотря на разные взгляды на какие-то вещи, сила нашей страны, сила нашего народа именно в сплоченности и единстве. Я напоминаю, что мы говорили как раз о единстве с лидером уйгурской диаспоры Аскаром Касымовым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто 24 продолжается. Оставайтесь с нами.